Блин, ну, им нужно было учиться, и не надо было бы разводить. А потом, с другой стороны, ну, преподаватели же берут, значит, пользу. Это человек, который должен был защищать права. Вау! Был предмет. Блин, надеюсь, это интервью не дойдет до... Что такое Парижское соглашение? С чем его едят? Как его? Люди думали, что они просто болеют. Много денег, на это очень достаточно грантов выделяют. К сожалению, дела у нас происходят. Адамдар, всем здравствуйте, с вами Исмаил Карыпов. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете и цените мою работу. Шучу. Ладно, я когда-нибудь научусь нормально начинать. С нами сегодня в гостях Айзат Русланова. Классный человек. Сейчас Айзат расскажет о себе больше. Да, Айзат? Да, привет. Спасибо большое за приглашение. Меня зовут Айзат Русланова. Работаю в молодежной организации IDEA Центральная Азия. И вот считаю себя активисткой, феминисткой. Как ты думаешь, у нас в Кыргызстане сложно ли быть активистом, активисткой и заниматься деятельностью активизмом? Наверное, нет, ну очень интересно. Говорить сложно. Никому, наверное, не бывает легко. Всем сложно. Ну, у нас в Кыргызстане активисткой быть очень интересно, потому что вот в последнее время, наверное, чуть-чуть вот активизм сместился, и он немножечко изменился. То есть если раньше активизм заключался только в волонтерстве, то сейчас у нас появляется акционизм, какие-то протесты, флешмобы, ну, очень разные формы, и это очень интересно. А другое дело то, какую реакцию встречают активистки и активисты со стороны общества, со стороны государства, это, наверное, совершенно другой вопрос. А так это очень интересно, полезно, увлекательно. Классно, вот. Спасибо. Да, я что-то сразу перескочил. Можешь рассказать много о себе? Где ты окончила школу? Куда ты поступила? Как ты училась? На кого ты училась? Кем ты стала? И кем ты являешься? Ну, ты сказала, являешься программной офицеркой в IDEA Центральной Азии. Что такое? Это что там такой полицейский с этим офицер? Да, кстати, очень сложно объяснять, на самом деле, чем я занимаюсь. Училась я в средней школе гимназии в городе Шупоков, это маленький городок в Чуйской области. И когда я училась и жила, то я думала, что мир такой добрый, веселый, и все готовы тебе помочь, все готовы тебя слушать. А в школе я была там в школьном парламенте, играла в школьной лиге, в дебаты, и там время от времени на всякие мероприятия выезжала в Бишкек, особенно это на дебаты. И там в школьном государстве, в школьной республике мне было очень интересно там создавать какие-то законы. Там один из первых законов, которые я инициировала, это был закон о школьном омбудсмене. Бывают же конфликты. Там... Тебе сколько лет было? Ты инициировала закон? Живешь в государстве маленьком? Мне было 14 лет. 14-15 лет. Вот. И бывают же случаи в школе, когда, я не знаю, сверстники булят, или на учителя или учительницу не так посмотрел, не так поздоровалась, и все, да, и тебя все ненавидят. И вот как раз школьный омбудсмен, это человек, который должен был защищать права учащихся. Права защищать от кого? Защищать от кого? Защищать от учителей, когда необоснованно там занижают оценки. И ты была омбудсменом? Нет, я создала закон, благодаря которому у нас появился омбудсмен. То есть это такой человек, мост, да, между учителями и школьниками, школьницами? Да,
такой мостик, и благодаря этому мостику, наверное, немножко сложно пришлось, потому что омбудсмен, если это был школьник, то он был или школьница, то они все равно, да, как бы, никому не секрет, что у нас в школах нет равенства, да, типа школьник, школьница и учитель или учительница на одном уровне. Учителя все равно себя ставят выше, поэтому у нас вот этот человек, который защищает права, он был не школьником, а это был студент юридического факультета. Вау, то есть студент специально ездил в Шапоково? Да. Сколько раз в неделю, что делал? Но он по мере необходимости приезжал, но обязательно раз в неделю он приезжал, там обрабатывал жалобы и так далее. Вот в школе я вот так. То есть тебе еще изначально нравилась вот эта деятельность юридическая? Да? Ну, я не знаю, мне кажется, это я любила создавать мир, в котором мне удобно жить, писала по нему законы, там, придумывала какие-то штуки, возможности. И мне так нравилось. Вот школу я там закончила, да, а город назван в честь советского героя Шопоков. Расскажешь детальнее, кто, как? Блин, я плохо помню. А Шопоков — это вот есть Чолпонбай Телебердиев, который закрыл трагедию. А он тоже герой вот Великой Отечественной войны. Честно, я не помню. Все хорошо. Да, я не помню. Все нормально. Я даже, оказывается, имя забыла. Да. Ничего, потом вставим вставку сюда. И как раз-таки маленькую биографию. Да. А потом после школы ты доучилась до 11 класса. Да, в школе в этой школе я с 1 по 11 училась, в школьном парламенте. В школьном парламенте была сначала депутаткой, потом спикеркой парламента, а потом президентом школьной республики. Ужас. Это была реально такая, это государство внутри государства, да? Да, это на самом деле государство было. У нас там была конституция и так далее. Вот. Школу я закончила. И поступила вот. Но на самом деле я, честно говоря, очень не хотела оставаться в Кыргызстане, именно получать высшее образование. И так вышло, что я осталась, потому что слишком была увлечена созданием собственного мира, в котором я живу, и поздно подумала о поступлении. О поступлении, о выборе вуза я задумалась только в 11 классе, и то там 2-я, 3-я четверть. И все были в шоке от того, что я так поздно задумалась. Все думали, что вот уже там место в вузе готово, что я уже там с 8 класса знаю, кем я хочу стать. Вот. Но в школе вот как раз в это время я думала, что я хочу, наверное, стать возможно, журналисткой, возможно, юристкой, и не могла определиться. Там пошли по вузам, помню. И я, кажется, если я буду сейчас говорить, я, наверное, могу обидеть, но пришла в КРСУ. Ага. В КРСУ никому до нас дела не было, и как раз это почему-то меня зацепило. Я очень много слышала о юридическом факультете КРСУ, и очень зацепило то, что никто там в других вузах было так, что приемная комиссия бегает, чуть ли не обхаживает, да, не кормит с ложечки, а в КРСУ очень как-то наплевательски. Можно так сказать? Да, это потому что из-за того, что у тебя была в школе еще и президентская стипендия, верно? Это было в универе. А, это было в универе. Да. А в школе были все, имеется в виду, такие возможности хорошему ученику, да, хорошей ученице. То есть это, я не знаю, что было. В школе... Ты была парламентом, ты была президенткой, а потом... Там я участвовала в разных конкурсах, И поэтому, когда ты поступала, получается, все знали об этом? Да, у меня был красный аттестат, к защите которого я год готовилась.
и, в принципе, это мне ничего не дало. Но, да, типа папочка была со всякими сертификатами, которые тоже особо, честно говоря, не пригодились. Вот. Подожди. Попридержи своих коней. Они бумажкой не пригодились, зато опытом же помогли. Да, опыт, конечно. Но просто приемная комиссия... Этого не... Да, нет. они кроме рассмотрения сертификата ОРТ ни на что не смотрели. ОРТ у тебя было, если не секрет? ОРТ у меня было 195. А золотой выдавался от 203. Каждый год же золотой меняется. Кажется, когда я заканчивала, золотой начинался с 203. Вот, да. Кажется, в наше время там 203 было. С 203. Вот, с 203. Ну, золотой я не получила. Очень, кстати, тоже расстроилась. Ну ладно, это другое. Вот в КРСУ я поступила. Я думала, что я поступлю на бюджет, но до бюджета не хватило, мне кажется, 1,5 баллов. Ты сдавала там свои тесты? Да, поступила в КРСУ. И, честно говоря, там проучившись, кажется, полгода, я думала, все, я ухожу, я не хочу там учиться. Я ходила, жаловалась друзьям, родителям о том, что это не то, что я ожидала. Ожидания были, кстати, не по знаниям каким-то, а как это все будет выглядеть, что огромные залы, вот эти лекционные разного уровня, и там где-то далеко стоит лектор, который приходит там со своим планшетом, отчитывает лекцию. А у нас у каждого и у каждой свои шкафчики. Но в КРСУ такого не было. Мы учились в старой общаге, и там бывало, что вот аудитория, парта, там раковина, парта. То есть они очень необорудованные были. Но в принципе это особо... Я не думаю, что это как-то сказалось на знаниях, которые мы получаем, потому что преподавательский состав, он очень сильный. И преподаватели, и в целом факультет поддерживает таких активных студенток и студентов, какая бы инициатива ни была. То есть это было, потому что сейчас же сравнительно КРСУ оценка, вот рейтинг же есть, университетов, он же упал в КРСУ. Да. Университет упал со 2-го места, если не ошибаюсь, чуть ли не на 5-е, 6-е. Да, но возможно, я не знаю, честно говоря, как этот рейтинг формируется. Наверное, там вот это оснащение и так далее. Очень долго сомневалась еще из-за того, что многие говорят про коррупцию, про то, что только за какую-то определенную сумму ставят. Вот, Ты вот за время учебы в КРСУ дала как это называется, взятку? Честно, нет. На первом курсе у нас был предмет, надеюсь, это интервью не дойдет до преподавателей, наш разговор, потому что на первом курсе у нас был предмет, и преподавательница просто, я не знаю, все ее боялись, из-за того, что боялись, не ходили на пару. Было легче не ходить, чем пойти и выслушивать от нее, потому что она там очень сильно издевалась. Ага. К примеру, твои кроссы она бы не оставила без внимания. И, я не знаю, и любое, что-то отвлекающее для нее. Это такой предмет сразу, объект этого абьюза. Да, объект абьюза, издевательств, и у нее просто вот лилось все. Из-за этого на пару очень многие не ходили, и в целом она по-другому относилась к представителям и представительницам другой нации. Это было очень заметно. И я вот это замечая все, я уже думала, все, в конце развожу. И там старшие курсники, они уже рассказывали, примерно, сколько все будет стоить. А я еще была старостой. И вот конец семестра, ко мне подходят мои одногруппники, одногруппницы
и говорят: ну все, Айзат, мы не знаем, как сдавать ее предмет, а ты же староста, везде старосты разводят, нам рассказывали, ты разводишь, мы тебе собираем деньги, отдаем. А я впервые с этим сталкиваюсь, и у меня еще тогда вот справедливость, честность и так далее. То есть в универе, точнее на факультете юридическом, там, да. где должно, наоборот, должен царить такой, как это, царить воплощение справедливости. Да, и законности. Да, не коррумпированности, наоборот, идет коррумпированность. Да, было такое. И как ты отреагировала на это? На самом деле, вот у меня сначала, вот я некоторое время боролась внутри со своими принципами, ну как я это сделаю? А с другой стороны, ну я же не буду себя, ну, для себя разводить, а я помогаю своим одногруппникам и одногруппницам, а с другой стороны такая, ну блин, им нужно было учиться, и не надо было бы разводить. А потом с другой стороны, ну преподаватели же берут, значит пользу обе стороны получают. Ну типа студенты и студентки сдали зачет, а преподаватель стал чуть счастливее. Мы не рекламируем коррупцию, это просто история. Айзат теперь другая, она приоритетов у нее принципы и не то, что было. Нет, я сейчас тебе расскажу. На самом деле, да. А ты не развела? Нет, я не развела. Ладно, я уж такую печальную историю. Нет, я не развела, потому что я вот несколько дней на самом деле боролась после того, как мне ребята сказали. И не зная, что делать, я пошла к заместителю декана. И ты такая... Да, я такая, ну вот, ко мне подошли вот так вот, я не знаю, что делать, я разводить не умею, и я вообще не хочу этим заниматься. И заместитель декана, вот, он был очень, он и есть сейчас, классный, понимающий. Он сказал: ну, Айзат, на самом деле это вообще сейчас не твоя задача, ты училась, и ты, скорее всего, получишь, как положено, ребята найдут, кого нужно. И вот я больше не вмешивалась в эти дела. А тебя не возненавидели? Нет, я очень долго объясняла, почему я так не могу сделать. Они поняли, приняли? Да. Классно? Да. Ну, судя по тому, как ты общаешься со своими, вот с кем ты училась, они, мне кажется, не держат обиду и зла на тебя. Да, ну, надеюсь, что нет. Но вроде все получили, и все перешли на второй курс. Итого ты сдала предмет по этой ужасной, ладно, не ужасной, по вот своеобразной, да, страшному предмету, скажем, по такому стрясающему. Да, я стрясающему. сдала, удивительно тоже сдала. Ну, все хорошо прошло. На отлично. Молодец. А потом, как ты получила президентскую премию, и как ты вот во время учебы у тебя вот это возникло? Или это у тебя до было экологическое такое мышление, скажем? Нет, это, экомышление? Кстати, это возникло во время... Это намного раньше возникло. Это было еще в школе, потому что в школе как раз со школьным парламентом мы делали разные инициативы по экотематике. Я помню, как-то даже мы ездили... в дом для пожилых людей, и там рассказывали, как из отходов можно что-то сделать. Они, то есть, прислушивались и принимали ваши Да, советы? Они прислушивались, им было это очень интересно, потому что люди очень одинокие там и хотят больше общения, им нужно больше общения, и они хотят как-то занять свое время, и для них это было интересно. Классно, то есть это было такое полезное с полезным. Да, это было полезное с полезным. Ну и приятно тоже, потому что послушать истории не всегда веселые, да, и грустные, как они там оказались. Но в целом это был классный опыт такой. А в универе я, честно говоря, не помню, на каком... Я не знаю, какой этап был, Подожди, что я вопрос. То есть ты пришла не сама, а с ребятами в школе?
к вот этому экомышлению, о том, что нужно продвигать эко-френдли, экодружелюбный образ жизни, о том, что есть проблемы, их нужно решать. Это было как? Честно говоря, нет, не в школе. Тогда вот у меня понятие, вот есть экологические проблемы, их нужно решать, а то человечество умирает. Нет, такого не было. Такого не было. Это было чисто такое, как теоретическое, Да, да? это я сейчас понимаю, то, что мы делали из бутылок или из старых вещей, какие-то новые вещи, это было там такое вторичное использование, да, и мы это делали, я сейчас понимаю, не потому что надо вторично использовать, а потому что можно классные вещи делать. И были всякие кружки, помнишь, да, в школе, где можно было прикольные штучки сделать, да. Вот. И получается, в универе ты пришла к этому? А в универе, да, в универе уже более осознанно было. То есть и там прям... уже... А что именно такое? Щелчок какой-нибудь был? У нас было экологическое право. Вау! Да, юристы изучают экологическое право и международное право. И когда мы международное право изучали... Это такой предмет, который вот как это все должны изучать, да? Да. Да, к сожалению, в КРСУ нельзя было выбирать предметы, которые хотелось бы, поэтому изучали все. Да, и вот основные 3 предмета были, это вот международное право, экологическое право и конституционное право. И в рамках этих предметов мы изучали, экологическое понятно, да, право, что мы там изучали, там в целом, какие это законы. Начну, наверное, с конституционного. Да? Давай. У нас было конституционное, и мы просто по болтикам разбирали Конституцию, в том числе Конституцию Кыргызстана, зачем она нужна, что она делает и так далее. И вот когда мы разбирали по болтикам вот этот закон страны, который сейчас очень скандальный, там есть право, там есть пункт, что каждый имеет право на благоприятную экологическую среду. Вот. И с этой нормы как раз формируются все другие законы, все другие положения. И то есть вот это право нам дает возможность требовать от государства, чтобы у нас был чистый воздух, чтобы у нас были деревья, да, которые очищают воздух, зелень, которая, я не знаю, уменьшает шум, и многое другое, чтобы мы могли быть здоровыми и просто жить. Вот. А международное право, мы в целом изучали международное сообщество, какие существуют международные организации, зачем они, ООН изучали, разные конвенции, декларации, которые принимаются. И в рамках этого тоже, оказывается, есть там экологические права человека. Это вот на благоприятные условия, да? Да, на благоприятную окружающую среду. И там мы разбирали всякие соотношения. Насколько у нас в стране, вот у нас 6,5 миллиона человек, наверное, даже 8, потому что 6 это же по статистике, и сколько, да. Мне кажется, в целом, на мой взгляд, это где-то 8, 7,5. И вот сколько процентов, да, сколько вообще, может, миллион, а может просто 1000 человек в Кыргызстане живут по всем законам. Это вот благоприятная атмосфера, как это благоприятные условия, да. Благоприятная окружающая среда, вот все эти доступы, да, к там, питьевой воде, к обычной воде, к воздуху чистому. Это сложный вопрос, очень сложно сказать. Я не знаю, какое количество соблюдается экологические права, но точно могу сказать, что да, не все имеют в Кыргызстане доступ к питьевой воде. Очень много, да, в отдаленных районах. И ребята, да, вот с регионов рассказывают, как они очищают воду или как далеко они ходят за водой.
И просто элементарно, да, кажется, мы в 21 веке живем, очень цивилизованные, а на самом деле у людей элементарно нет питьевой воды, доступа к питьевой воде. Мы, находясь в городе, задыхаемся из-за смога, да, загрязненного воздуха. Также не уходя далеко, там, люди, земледельцы страдают от того, что почва истощена. На самом деле, наверное, по моему мнению, то ничьи права экологические сейчас не соблюдены. Ну и, наверное, другой вопрос то, что мы не знаем то, что они у нас есть, и, соответственно, поэтому и не требуем, да, чтобы они соблюдались. Если бы все вот больше 6 миллионов знали, что у нас есть такие права, что мы можем требовать от государства, то, может, ситуация была бы лучше. Что такое Парижское соглашение? С чем его едят? Как его употребляют? Почему о нем так много говорят, но так мало, например, элементарно я, да, даже я, но имеется в виду люди, которые занимаются вот экопродвижением, мало знают об этом. Ну, Парижское соглашение — это такой документ, который должен, по идее, помочь всему миру не повышать температуру. До Парижского... Ну, есть еще Киотский протокол, который немножечко другой, но тоже направлен на сохранение, то есть на неповышение температуры Земли. Да, температуры Земли. И вот Парижское соглашение, оно более адаптированное, что ли, под современный мир, потому что согласно Парижскому соглашению, вообще Парижское соглашение состоит из 3 компонентов. Это помогать друг другу, то есть финансирование, да, когда развитые страны, типа, ну, Америки, да, я не знаю, Японии, высокоразвитые страны помогают развивающимся странам. Второе — это технологическая поддержка, это когда какие технологии можно использовать для того, чтобы сделать свою деятельность в стране более экологичной, чтобы это не сказывалось на температуре. И третье — это вот партнерство, чтобы все действия были в кооперации, да, все вместе, потому что тогда только получится какой-то выхлоп. И Парижское соглашение, оно как раз устанавливает норму, которую, то есть там каждый год или ежемесячно государство, там, в государстве есть разные заводы, промышленность или другая деятельность, которая выбрасывает, да, какие-то вредные для озонового слоя Земли выхлопы. И как раз Парижское соглашение устанавливало предельную норму, сколько там Кыргызстан может выбрасывать, сколько Казахстан, и так далее. И установило вот Парижское соглашение эту норму. К слову, да, Кыргызстан тоже ратифицировал Парижское соглашение, но я не знаю, насколько, честно говоря, у нас это работает. В принципе, в Кыргызстане промышленность не развита, и вряд ли мы вот предельную норму достигаем, да. Другое дело Америка, которая вышла в каком? Парижское соглашение вроде в 15-м, да? В 16-м, если не ошибаюсь. Да, вот. И Америка спустя некоторое время вышла, потому что там устанавливались какие-то санкции. То есть если другие протоколы, соглашения были направлены на то, что они просто их принимаешь, ну и все. Ничего не делаешь. Да, и ты ничего не делаешь, но ты при этом, знаешь, такой очень, как сказать, в тренде. Государство в тренде, да, приняли этот протокол, приняли то соглашение. И так легче получать гранты. А с Парижским соглашением так не сработало бы. Вот, и поэтому Америка и вышла.
Исходя из Парижского соглашения, мы его ратифицировали, то есть мы подписались, Да. мы сказали, хорошо, мы будем ему следовать. Да. Но какие проблемы у нас есть в стране в целом, такие проблемы окружающей среды? Но перед этим давай разъясним, как правильно говорить, я эколог или я экоактивист? Ага. Я за решение проблемы экологии или я за решение проблемы окружающей среды? Вот разницу можешь, пожалуйста, такую сказать? Да, я помню, как нам тоже разъясняли, не помню где и кто, но когда мы говорим проблемы экологии, мы говорим о том, что у науки экология, да, экология — это наука, экодом, логос — наука, да, и у науки есть проблемы, а проблемы у науки какие-то, там, неизученность определенной сферы и там коллизии в науке, да, и так далее. Но это вопросами экологии, проблемами экологии занимаются экологи, ученые. А мы, наверное, больше к экоактивизму, да, потому что экоактивизм, я думаю, что ты не говоришь, что ну вот, я разбираюсь полностью, из чего состоит наш воздух и как он загрязняется, да. Мы знаем о том, что существуют проблемы окружающей среды, и то, что с ними бороться, и экоактивисты и экоактивистки больше говорят о том, что нужно их поднимать, и нужно их решать, и делать какие-то действия. Экологи, у них это профессия, да? Я не знаю, можно ли как профессию рассматривать экоактивизм. То есть экология — это, если человек занимается экоактивизмом, не стоит говорить ему, что он эколог, и он должен разбираться во всех сферах, вот имеется в виду экологии, детально, да, в вопросах. Да, то есть это не экспертная, да, какая-то оценка. Экоактивист, он больше как рупор, да, получается, голос проблем окружающей среды. А вот теперь какая разница между окружающей средой, экология, природа? Ну вот, когда мы говорим проблемы экологии, да, и приравниваем это к проблемам окружающей среды, это тоже немножечко разное, потому что снова экология — это наука, да, а о проблемах экологии говорят экологи, ученые. А окружающая среда — это в принципе все, это природная среда, это вот городская среда, сельская среда, включая нас, людей, инфраструктуру, и вот это все есть окружающая среда. И так как в окружающую среду входит и природная среда, это флора, фауна, да, правильнее говорить проблема окружающей среды. Конечно, это долго, да, легче сказать проблема экологии, но для того, чтобы не вводить заблуждение, да, лучше говорить проблема окружающей среды. А природа у нас это господин. Природа — это флора и фауна. И то, что не делал человек. Ну, это, как я понимаю, но нужно прогуглить, наверное. То есть, как я понял, окружающая среда — это взаимодействие человека с его окружающей средой. Да. С природой, с инфраструктурой, со всеми то, что средами. Да. Средами. Как говорил до этого Азат, проблема с русским языком, да. А природа — это флора и фауна. То есть это то, что человек не дотрагивался, это было сделано не нами, не руками человека. Да, потому что человек тоже, да, как-то появился. В Кыргызстане какие проблемы есть? Проблемы окружающей среды. И почему государство об этом не говорит? И раз уж государство не говорит, значит их нет? Или они есть, но государство об этом умалчивает? Проблемы у нас есть. Я знаю, что существует в целом мнение, что так как Кыргызстан такая горная страна, и часть территории не освоена, там не бывали люди, то в принципе у нас экологических проблем нет. Но это не так,
потому что, несмотря на то, что, да, у нас есть там озеро Иссык-Куль, горы и так далее, у нас достаточно экологических проблем на нашу маленькую страну, да, и на наше маленькое население. Вот. А перечень прям, да, назвать? Ну, топ-3 таких. Ой, так сложно. Ну, точно. Ну, у всех на слуху, наверное, это загрязнение воздуха. Но загрязнение воздуха, кстати, не только в Бишкеке, но и в Аше. Можно и в Джалалабаде заметить, и в целом в селах, где топят, тоже, да, это очень сильно. То есть это проблема целого Кыргызстана, раз уж во всех 3 крупных городах страны происходит эта проблема, да? Ну, зимой и осенью? Да, я думаю, да, потому что, к примеру, если в Бишкеке у нас эта проблема возникла из-за того, что у нас город не проветривается, и просто, да, мы в вакууме живем, то в Аше, наверное, это все в комплексе, там еще топят сильно, так же, как у нас, да, вокруг Бишкека, и в других городах регионального значения, там тоже очень много топят, сжигают, особенно, да, осенью, весной сжигают листья, чего делать категорически нельзя, там мусор сжигают, потому что мы не привыкли, да, отправлять куда-то или сортировать. Вот. Проблема воздуха, думаю, есть. И проблема, она не возникла там в прошлом году, в позапрошлом или 3 года назад. Она была очень давно. Я помню, вот медики, честно говоря, не помню фамилию снова, доктор медицинских наук. У нас в Кыргызстане, вот в Бишкеке в 2002 проводили эксперимент. В 2002? В 2002 году, Вау. да. И тогда еще Бишкек не настолько застроен был, он проветривался, тогда не было вот этих многоэтажек, да, везде, как попало, построено. Тогда вот беременную крольчиху в течение какого-то времени помещали на перекрестке проспект Манаса, проспект Чуй. И, в общем, крольчиха там какое-то время проводила, и у нее вот крольчата, они родились с разными дефектами. Вот, кто-то с мутацией и так далее. И как раз этот эксперимент, как вот доктор, да, рассказывал, показывал, насколько окружающая среда влияет. Потому что уже тогда было достаточно машин, уже тогда воздух не совсем чистый был. 19 лет тому назад, да? У нас вообще вот это была еще проблема того, что из-за выхлопных газов, углекислого газа и всяких ядовитых веществ идет не только загрязнение воздуха, идет то, что чем мы дышим, и впоследствии мы убиваем себя. Да, ну, может, просто она тогда не настолько очевидна была, эта проблема, потому что сейчас-то мы видим, да, что мы не видим небо, а тогда, наверное, такого не было. Вот. Решит ли этот вопрос мусороперерабатывающий завод? Проблему воздуха? В целом. Я думаю, что нет. Ну, если мы говорим там о проблеме мусора и переработки мусора, то нет. Потому что проблема же не в мусоре. В чем тогда проблема и как можно ее решить? То есть проблем много, это такой вот прям комплекс проблем целый. Да. Но в чем такая главная проблема, корень проблемы? К примеру, если мы говорим о воздухе, да, тут понятно, в Бишкеке, почему возникла, да, проблема, причины ясны. Если мы говорим о том, что у нас много мусора и бишкекский вот, полигон, да, мусорный полигон растет и растет, это дело не в том, что я не знаю, у нас отсутствует мусороперерабатывающий завод, да, он не решит всю проблему, и там то, что у нас город грязный, мусор валяется, и в принципе везде у нас грязно, это тоже не проблема отсутствия завода, это больше касается, наверное, нашего отношения к окружающей среде, к месту, где мы живем.
Вот. Назови топ-3 таких факта, что ты встречала за свою жизнь, что тебя шокировало. Неважно, это может быть открытие для тебя, что-то впервые, да? Возможно, это было такое, что ты знала, такая типа, а теперь поняла. Ага. Или это было что-то такое, я не знаю, с чем ты столкнулась. Возможно, это не окружающей среды касается проблем, но это так или иначе имеет такую связь, да? Я после вчерашней твоей публикации на самом деле задумалась. Публикация об осознанности? Да, я задумалась, насколько я осознанна, вот, и, ну, что я осознаю, а что я просто знаю. Честно, задумалась. Рахман, что-то... Все, не смущай так. Хватает тут красной одной обуви. Еще лицо сейчас красное будет. Вот, все, не буду. И на самом деле мне очень сложно, потому что вот я понимаю с проблемой мусора, да, с проблемой мусора, то, что проблема не в мусоре, да, и не в мусоре на улицах, не в отсутствии мусорных урн. Я это поняла, когда мы работали с ребятами. Я работала вот с подростками, даже меньше ребятки были, там 8-9 лет. И они очень классные вещи говорят. Если взрослые, да, вот говорят, ну, да просто нужно урну поставить, нет урн. Или нет завода, будет завод, и не будет мусора на улицах. А вот работая с подростками, я поняла, что и мы вместе, наверное, пришли, я не знаю, осознали они, нет, но вместе пришли к тому, что дело не в том, что есть урны или нет. Дело не в том, что у нас нет мусороперерабатывающего завода, а дело в том, как мы относимся к тому месту, где мы живем. Из-за того, что мы можем бросить, и это убираем не мы позволяем себе бросать. Из-за того, что, к примеру, до того, как мы увидели, да, вот это серое облако над нами, мы не осознавали, что есть такая проблема, как воздух. До того, как там не проводили какие-то исследования, почему люди болеют на юге, там, где рядом с хвостохранилищами, люди думали, что они просто болеют. Или думали, ну вот просто год такой, иммунитет упал, а почему люди не выясняли, да? И хочется, наверное, сказать, что в данном случае я понимаю, что и, наверное, осознаю, я не знаю, да, наверное, осознаю то, что государству на данный момент невыгодно говорить о том, что у нас существуют экологические проблемы, потому что, ну, и так проблем очень много, которые мы не можем решить, а тут еще и экологические, и их тоже нужно решать. И у нас почему-то, вот у нас, имею в виду, перед государством всегда стоял выбор, там, окружающая среда или экономика, да, потому что там, как заявляли очень многие наши чиновники, у нас все построено на сельском хозяйстве, на туризме, на легкой промышленности. И поэтому, вот, в общем, для нас сейчас говорить о проблемах этих невыгодно, иначе, типа, умрет наша экономика. Но это не совсем так. Что такое хвостохранилище вообще? Хвостохранилище. Их очень много в Кыргызстане, да. Это типа консерва. Есть же консервные банки, да, там, я не знаю, рыбка, тушенка, там, или фрукты. И вот также консервируют ядовитые, радиоактивные, опасные, в общем, всякие вещества, отходы. Но это у нас не в виде такой баночки, да, накрытой крышечкой, а в виде гор. То есть наши горы, вот на юге, в Нарыне есть, в Чуйской области тоже хвостохранилище. Это горы,
которую Выкапывают? выкапывают гору, помещают туда ядовитые отходы и закапывают. Ага. И обычно еще бетонируют для того, чтобы ничего не Выскочило наружу. Да, ничего не вылезло, не выскочило. Вот. Но в чем проблема? В том, что их нужно обслуживать. Ага. То есть у нас там сейсмоопасная зона, да, происходят землетрясения, сходят оползни и сели, особенно на юге. И получается так, что гора двигается, земля двигается, и вот эта часть, которая закрывает консервную банку, крышечка, она сползает, и, соответственно, вот эти все отходы, они открываются и воздействуют на окружающую среду и на людей в том числе. Есть еще другой способ. У нас вот эти хвостохранилища, они не обслуживаются. Большая часть из них находится в аварийном состоянии. Это как раз вот такие раскрытые, обнажившиеся хвостохранилища. Второй вариант это какой? А второй вариант это когда хвостохранилище, оно не совсем правильно было, Захоронено? Да, неправильное захоронение было, и грунтовые воды достают до этих радиоактивных веществ. И, соответственно, вместе с грунтовыми водами это попадает и к нам. И я не помню в каком году, но жители, к примеру, Майлысу там жаловались на заболевания, да, на то, что начали рождаться какие-то животные с какими-то мутациями, с уродствами. И это не совсем хорошо, да. Другое дело, то, что у нас говорят, или год не такой, или то, что когда животные с мутациями рождаются, что это я не знаю, знак свыше и так далее. Вот. То есть это проблема людей, а не других факторов, да? Других явлений, факторов или еще что-нибудь? То, что хвостохранилище в аварийном состоянии? То, что люди сами болеют и сами себе создают вот такие условия болезненные. Люди, которые там живут, они не виноваты. Нет, имеется в виду в целом, да, человечество само виновато. И вот здесь возникает вопрос. Стой. Нет, у нас на самом деле, во-первых, то, что этих людей близко поселили, это уже нарушение государства. Не те люди виноваты, а государство. И в целом то, что государство должно же содержать эти хвостохранилища, обслуживать, и этого не происходит. А государство не может обслуживать и вообще наплевательски относится на хвостохранилища, потому что эти хвостохранилища самих чиновников, верно? Насколько я читал данные, публиковались, новости были. Да, на самом деле, наверное, я не знаю, никому не секрет то, что в Кыргызстане чаще к власти идут люди для того, чтобы закрыть свои какие-то грешки, да, и не очень хорошие дела, или для того, чтобы начать их делать, да, и как-то защитить себя. Но, к сожалению, это так. Вот, и власть у нас, вот такая, потому что когда в 2019 году, если я не ошибаюсь, поднимался вопрос насчет разработки урановых месторождений на Иссык-Куле, и инициатива, да, которую Жогорку Кенеш хотел или поддержать, там были тоже... Там был конфликт интересов, там были люди, которые очень давно у власти, и они лоббировали этот законопроект. То же самое касается содержания, да, обслуживания хвостохранилищ, то что это очень много денег, на это очень достаточно грантов выделяется, но куда эти гранты расходуются, да, и как они обслуживаются, тоже очень большой вопрос. Вот. То есть, и такой вопрос. Они же трубят, они же вот эти же политики, эти же чины, эти же сотрудники, депутаты.
делают так, что люди узнают их с другой стороны. Не так, что они владельцы этих хвостохранилищ, не так, что они относятся к ним, а так, что они делают благие дела тут, Да, в городах. это вот твое любимое слово. Гринвошинг? Да, greenwashing. Что такое гринвошинг? Это вот люди, делая, то есть они занимаются деятельностью, которая вредит окружающей среде и наносит такой существенный вред, но и закрывая это какими-то благими делами как раз по экотематике. То есть это когда человек, у которого есть хвостохранилище, он это не обслуживает, где-то там в регионе, скажем, но в городе он показывается людям о том, что как он помог, посадил деревья, Да. делает какие-то благие дела, да? Да, разрабатывает там уран, выступает за разработку урановых месторождений на Исколе, а потом раз и поедем очищать Исколь, да. Но вот такие, к сожалению, дела у нас происходят, и они у нас есть. Как ты относишься, вообще тема не об этом, что далеко ушли на хвостохранилище, как ты относишься к тому, что сейчас нужно делать, сейчас нужно двигаться, и вот эта знаменитая фраза «кто, если не мы, когда, если не сейчас», она, мне кажется, прям очень сильно коррелируется к изменению климата. Что такое изменение климата и почему мы должны об этом заботиться? Почему мы не должны заботиться, а должны как-то concern, да? Мы должны потревожиться об этом и в какой-то веке заняться этой проблемой. Да, вот эта фраза очень классно подходит в целом для всех проблем в Кыргызстане, наверное, потому что, да, их очень много. Но изменение климата — это, наверное, то, что горит и сгорает. И если вот эта проблема, она настигнет своего пика, то вместе с этой проблемой сгорим и мы. Да? Это вот то напрямую, от чего напрямую мы зависим. И наше существование. А изменение климата — это вот сейчас наша задача не допустить повышения температуры не более чем на 1,5 градуса Цельсия. Да? Где-то говорят 2, где-то 1,5, но в целом, да? Да, 1,5. Плюс-минус. Да. Хотя это очень много. Кажется, по Парижскому соглашению было 1,5. Вот. Вот, например, что ты делаешь ради этого, и что ты можешь посоветовать другим людям этого делать? И каков твой вклад в этом? В изменение, в недопущение изменения климата. На самом деле я знаю, что я бы могла делать больше. Честно говоря, что я сейчас делаю, это то, что у нас есть частный дом, я стараюсь не сжечь там листья, сажать больше деревьев, не сжечь листья, сажать больше деревьев, сортировать мусор по возможности, да, то, что можно, там, пластик отдельно, меньше, в целом, чтобы меньше отходов было. Что еще? Экономия там воды, электричества, потому что это все в совокупности влияет на изменение климата. Но это не тот маленький вклад, который я могу делать, при этом особо не прикладывая усилий, наверное, и в принципе каждый из нас могут это делать. Мне кажется, ты немного стесняешься. Я знаю, что ты очень классно придерживаешься вот это 3R, reduce, reuse, recycle. Когда ты, или reduce, не то чтобы reduce, а refuse, да, отказаться. Вот когда ты отказываешься, ты часто бывает такое, что мы идем, и ты такая, может, не надо. Вот когда ты отказываешься от лишнего потребления, уменьшаешь свое потребление, следовательно, у тебя меньше отходов. Если меньше отходов, то от тебя меньше вреда. Вот. Что нужно делать обществу, чтобы мы пришли к тому, что от нас будет меньше отходов? Не жить. Не жить? Умрите все. Ужас. Шучу. Нет, это не шутка. На самом деле это сработало бы. Так, это то, что я говорила, что я делаю, это вот совсем несложно.
И это совсем не затратно, это наоборот очень экономично, экономно придерживаться, да, каких-то экологических, эко-френдли принципов. И это хорошо сказывается на окружающей среде. Вот как раз-таки ты сказала экономию. Какая вот эта корреляция между экономией и экономичный человек и эко-френдли человек? Ну, на самом деле, мне кажется, это очень-очень связано. То есть это, если ты эко-френдли, значит, ты экономичный, ведешь экономный, экономичный образ жизни. Как будет правильно, экономичный или экономный, да? Экономный образ жизни. Но я знаю, что существует, да, такой стереотип, что если ты эко-френдли, если ты следуешь всем этим принципам, это намного дороже. И поэтому многие особо не придерживаются. Но на самом деле нет. Я сейчас думаю, что для того, чтобы в целом население нашей страны стало более экологично, нужно показать, насколько это выгодно с точки зрения финансов. Как это не бьет на самом деле, а бережет ваш кошелек, бюджет. Вот. Кажется, правильно экономичнее, потому что ладно, неважно, время теряет. Ага. Вот, и, к примеру, ну, это же очень такие простые вещи. Я не знаю, вы купили джинсы, потом джинсы превратились в какие-то бриджи, а бриджи превратились в шорты, а шорты могут превратиться в сумку, и сколько вы денег можете сэкономить. А это еще и экологично, потому что вы не поддерживаете производителя. В смысле, ну, вы покупаете вещи, но не так часто, и, соответственно, нагрузки на вот выработку вот это, и создание вот этого всего, она намного меньше. Вот. То и есть... так, соответственно, каждой вещи. Ага. Но чтобы она долго служила, значит, нужно за качественно покупать. А качество, как мы знаем, насколько дорого стоит. То есть лучше купить вещь за 5000 обувь и проносить 3 года, чем по 1000 и 3 раза каждый год, да? Ну да, ну смотри, даже если так, да, там, если мы за 5000 обувь покупаем, мы знаем, что, ну, я не знаю, за 1000 мы меняем каждый сезон, да. И тут, наверное, дело не только в том, что она каждый сезон новая, она еще неудобная, она может нас подвести в любой момент, да, и, возможно, на тот сезон у нас уже не запланированы финансы, а нам нужно покупать. И во всех планах это невыгодно, и лучше купить качественное, но и чтобы надолго. И не всегда качественно это супер дорого. Есть секонд-хенды, где очень качественная обувь. Ну, за хорошую сумму можно купить, за недорого. Спасибо большое, да, что-то я забыла о секонд-хендах. Возвращаясь вообще к началу нашего разговора. Ты во сколько поступила в университет? 17-18, помню. А окончила школу, значит, 16-15? Нет, в 17, наверное, в 17. Ты поступила. Что бы ты сказала себе, вот будь у тебя время такое-то, да, часы, которые, как это, время... Вспять, да, вернуть. И вернуться назад, когда тебе было, скажем, 15-14 лет, что бы ты могла сейчас сказать себе, там, вот увидев себя? Я не знаю, я бы, наверное, хотела бы, чтобы эта 14-летняя или 15-летняя Айзат сказала: нынешний Айзат, не бойся, действуй, потому что тут, наверное, немножечко, когда мы моложе, а тогда еще подростковый возраст, мы намного смелее на многие вещи и готовы попробовать. У нас нет каких-то установок, ну вот тут нужно так, а тут так, а что, как должно, и вот у нас каких-то вот этих рамок, шаблонов нет, и та Айзат, она намного больше делала и намного смелее. И вот
А сейчас уже у нас вырабатывается, как должно быть, а где я работаю, вспоминаю, а по работе это нельзя, и очень много вот этого рамок, да, которые... Да, которые сдерживают. И чтобы вот как раз 14-летняя Айзат пришла и сказала нынешней мне, не надо, хватит бояться чего-то. Будь храброй, смелой. Да. Чтобы вы понимали, Айзат работает, учится на магистратуре, помимо у нее есть по 4-3 проекта, и сейчас она говорит, что не успевает. Хотела бы еще больше, да, конечно. Вообще не спать. Да. Такой вопрос. Какая проблема Мы очень скачем между темой окружающей среда и тут молодежь. Просто вот я вижу корреляцию, потому что если сейчас мы не начнем задумываться, точнее, если мы не задумаемся, не начнем действовать, решать проблемы окружающей среды, то в будущем молодежь как раз-таки не в будущем, а уже сейчас она будет иметь большие проблемы в плане здоровья. Мы уже сейчас это видим, потому что окружающая среда, на мой взгляд, прям пропорционально влияет на здоровье человека. Следовательно, чтобы была здоровая молодежь, нужно иметь здоровую окружающую среду. И вот какая проблема у молодежи сейчас, помимо вот проблем окружающей среды? И какая молодежь, на твой взгляд, у нас в Кыргызстане? Пассивная, активная, вялая, резкая, храбрая, сильная, независимая, зависимая, дерзкая? Молодежь, она, как одним словом очень сложно сказать, но она у нас очень разная, Но я, наверное, может, я начну с проблемы, которая есть у молодежи, а потом уже могу охарактеризовать, да, ее. Наверное, единственная проблема, которая сейчас есть у молодежи, как у молодежи, да, это то, что молодежи не дают, всегда у нас, я не знаю, я очень не люблю фразу «молодежь – это наше будущее» или «будущее в руках молодежи». Прям очень-очень не люблю, потому что обычно эту фразу говорят взрослые, дядечки, тетечки, которые вовсе не готовы и не хотят слушать молодежь и не считаются с молодежью. И говорят, и из-за того, что эти взрослые часто говорят и молодежь, да, потому что мы больше привыкли к тому, что взрослый значит прав. На самом деле это не так. И будущее, молодежь это не будущее, а молодежь это настоящее, это молодежь сегодня, сейчас, потому что если мы не начнем прислушиваться и следовать молодежи, да, тому, что молодежь говорит, а сейчас, то завтра эта молодежь уже может не быть молодежью, и запросы, интересы уже другие. И какая молодежь? Смотри, прости, подытоживаю. Молодежь не будущее, молодежь это не наше будущее, а настоящее, верно получается? Да. Потому что молодежь живет сейчас, если не дать ей возможности показать себя, если не слушать ее, то в будущем она станет пассивной и меньше от нее пользы. Да, то есть у нее уже вот этого рвения, топлива, да, рвения, энергии что-то делать не будет, потому что когда-то сказали нет, ты подрасти, да? А уже у человека появится, как ты до этого говорила, с возрастом вот эта вот боязнь и больше страхов, рамок. Да. Хорошо. Вот молодежь, она у нас разная, но она очень-очень у нас способная. Способная на многое, но это все, возможно, не видно из-за того, что они всегда дают голос молодежи. Вот. Как решать эту проблему? Мне кажется, сейчас она становится более активной, более политически активной. Для того, чтобы молодежь была видна во всех сферах и было видно, что она делает, нужно дать ей голос именно в политике, чтобы было больше молодежи, чтобы молодежь больше говорила о своих интересах и о своих проблемах.
И тогда и начнут решаться какие-то проблемы. Вот. Ну и чтобы не было у нас каких-то установок, что там я не доросла, я недостаточно опытный, ну я лучше поучусь у взрослых. У нас из-за того, что есть, это тоже нам немножечко мешает. Но уже сегодня, мне кажется, тенденция идет очень хорошая. Если не о молодежи, а в целом о стране, какая топ-3 проблем можешь назвать страны и бичи, да, такие, скажем, и решения к ним, если они есть? Ладно, первое. И такая топ-3 с подпунктами. Да, у меня сразу просто очень много ветвей появляется. Страны в целом, да? Да. Население, возможно, да? Ну вот прям обширно. Государство и какие проблемы у государства? 3 такие можешь назвать, на твой взгляд? Потому что каждый человек же все равно воспринимает то или иное событие, момент, жизнь по-своему. Что-то для кого-то проблема, для кого-то это, наоборот, решение. Да. Гендерное неравенство, первое. Второе – это неправильное или неэффективное управление государством в целом. Да. И третье сложно. И третье, наверное, вот отсутствие экологической безопасности. Отсутствие экологической. Да. Я помню, что ты, Азат, Тенчтык, Биби, это мои друзья, учили, не учили, а открыли для меня вот это 5 почему. Почему у нас так? Почему есть эти проблемы? Может, есть одно решение ко всем этим проблемам? Или все проблемы имеют свои разные пути решения? Наверное, первая и третья проблемы, они очень сильно зависят от того, кто и как управляет страной, и как эти люди расставляют приоритеты. То есть на какие сферы сделан упор, да? Вот. И от этого зависит, насколько они будут решаться. Вот, как-то так. Помнишь, мы обсуждали вопрос про осознанность? Я сейчас не газлайтю тебя, да, не хочу продвинуть проблему, то, что у меня есть, да, то, что я считаю проблемой. А в целом, как ты считаешь, вот осознанность – это проблема нашей страны, государства? Быть осознанным человеком? Ну да, это безусловно для каждого и каждой. Проблема осознать что-то, да? Да. Осознать, где мы сейчас находимся, осознать, где мы живем, осознать, что мы имеем и что мы теряем. Какой выбор мы делаем, потому что насчет Конституции скоро, видео выйдет чуть позже, но Конституция уже вот скоро 11-го, по-моему, да? И я прям вот не знаю, у меня в голове вот это, кажется, все провалено. Конституцию примут, референдум примут, пройдет и все. Я не знаю, просто у меня вот то, что отсутствует осознанность, да, и осознавать какие-то вопросы людям достаточно тяжело, это, наверное, как раз помнишь, мы очень часто говорим о пирамиде потребностей, пирамиде Маслоу. Из-за того, что мы находимся на первой ступени физиологически, да, большая часть нашего населения, когда поесть, поспать и справить нужду, это для нас первостепенно, мы не можем думать о чем-то, о другом. А осознанность, она намного выше. Поэтому нам нужно сначала решить свои вот эти потребности по первой ступени, а потом уже переходить. Да. Наверное, уже по чуть-чуть начнем завершать. Есть ли у тебя такой вот личный, я не знаю, личный совет, возможно, их несколько, молодежи, абитуриентам, как можно выбрать свой путь, как стать человеком, да? Ужасно звучит, но быть Адам, вот именно, Адам Болчу.
Или, я не знаю, я не говорю так, что я Адам или ты Адам, мы смело можем говорить, да, так что вот быть ближе к этой идеологии человека. Наверное, нужно в первую очередь научиться уважать себя, уважать свои, я не знаю, свои интересы и то, что мы хотим, и научиться говорить, что я хочу на самом деле, а не что от меня требует или что от меня нужно, и тогда мы и профессию сможем выбрать, да, ту, которую мы хотим. И Твой такой личный совет, опыт? Просто действовать. Иногда мы не можем всего уметь и все знать, а нужно браться и делать. Не знаю, у меня так и было. Я бралась, делала, а потом училась. Вот. То есть не ждать, а брать и действовать. Да. Хорошо. Спасибо большое, что смотрели. С вами был Исмаил Карипов. Снизу странички Айзат. И комментируйте, ставьте лайки, какие вопросы вам понравились, какие нет. Дальше обсудим, узнаем детальнее. Спасибо большое, Айзат, за то, что посетила и отозвалась на приглашение. Тебе спасибо. Да. И пришла, рассказала об этом, потому что это важная тема. Мне кажется, об этой теме нужно говорить дальше и продвигать. Важно не только для меня, как я человек единица, да, в обществе, а так, что важно для всего общества. Вот, спасибо большое, благодарю. До скорой встречи.